макет турбодвигателя самолета. Распечатанный из пластика на 3D-принтере, он заслуженно притягивает внимание. Проект, состоящий из сотни различных деталей, выполнил 10-классник. 3D-принтер далеко не единственное ноу-хау в точке роста. В рамках проекта учреждение пополнилось и новыми ноутбуками. Компактное устройство ученики активно используют на каждом уроке информатики. В помощь педагогу – интерактивная доска. На ней можно писать даже без использования маркера. Компьютеры новые, какие-то новые программы более современные появились. Но и самое главное, наверное, детям очень нравится, потому что кабинет отличается от всех остальных. И они сюда приходят, и немножко уже здесь другая атмосфера. Очень удобно работать с экраном, он интерактивный, там можно и презентации выводить, и писать и так далее. То есть мы давно уже ушли от мела и тряпочки. С появлением в школе точки роста педагогическая деятельность Натальи Черных стала разнообразнее. Помимо информатики, женщина теперь преподает еще и робототехнику. Ящики с конструкторами, отмечает учительница, больше всего полюбились ученикам младших классов. Недавно из цветных деталей дети собрали макет Выльгородской сапоговаляльной фабрики. В рамках точки роста ученики школы могут еще и полетать. Не буквально, конечно, а с помощью квадрокоптеров. В распоряжении 4 штуки, 3 маленьких и такой побольше. Устройство поднимается на высоту почти 500 метров, благодаря чему открывается отличный обзор на площадку возле учреждения. Совсем недавно ученики и педагоги с помощью квадрокоптеров отрабатывали поведение во время пожара, во время пожарной тревоги. Инструктор оценивал, какие точки наиболее пригодны для построения, а ученики отрабатывали свое поведение во время возможного происшествия. На полке высоких технологий имеется фото- и видеотехника. С помощью нее воспитанники обозревают каждое внутришкольное событие и даже выпускают свои новости. Кружок «Школьное телевидение» посещают ребята 8 и 5 класса. К слову, полеты, только уже по ту сторону реальности, ученикам доступны с помощью VR-технологий. Это сейчас очень развивающееся направление, это очень популярно, тем более детям всегда нравится что-то такое летающее. Мальчики с удовольствием ходят, прямо их не оттащить. Всегда говорят, давайте еще останемся, но, к сожалению, количество часов очень сильно ограничено. И действительно, расписание занятий в точке роста свободными окошками небогато. Ежедневно с самого утра здесь проходят уроки информатики для всех классов, а после основного учебного времени стартуют кружки. 8 направлений, среди которых есть даже шахматы, правда электронные. В красно-белых стенах дети также постигают финансовую грамотность и выполняют исследовательские проекты. К слову, Выльгородская школа стала в Коми первой, где открыли точку роста. Случилось это в 2019-м. Из республиканского бюджета на полное переоснащение кабинетов был выделен 1 миллион рублей. Почти сразу проект поддержали и в ряде других муниципалитетов. Если раньше программирование и 3D-печать на уроках технологий изучалось чисто теоретически, то теперь дети могут это попробовать, посмотреть. Теперь все кружки, которые реализуются в точке роста, они все-таки полностью профориентированы, потому что они имеют очень узкую специальность, и дети занимаются именно те, которые крайне заинтересованы в этом, которые, скорее всего, в дальнейшем свою жизнь определят именно в этой деятельности. За высокими технологиями будущее, говорят все, но где-то это будущее уже наступило. Реальность, в которой мы живем, тождественна постоянному прогрессу. И крайне важно погружаться в нее с самого детства. Причем не только дома, коротая досуг, но еще и в школе, получая новые знания.